вот это самое интересное. В Российской Федерации, российская, только Московская область, ну, я не знаю, может быть, Тверь, Ростов Великий, и что там еще, я не знаю. Рязань уже нет, потому что Рязань всегда боролась с Москвой, да, воевала с Москвой, да и Тверь воевала с Москвой, собственно говоря. Не знаю, что там еще. Суздаль, ну, может быть, Липецк внизу, ниже, да, Воронеж я бы уже не стал относить. Хотя на восток Московия простиралась до Каширы, до Оки, 120 километров. Вот от Москвы до Каширы 120 километров, это и было все княжество Московское, это, собственно говоря, есть исконно московские земли. И 180 километров на север до Твери. Вот это все. Больше там нет ничего. 200 километров, вот так вот. Размером с Эстонией, наверное, что там 200 километров. И то Эстония, наверное, больше. От границы до Таллина, что-то, по-моему, 180 и туда еще, да. Все остальное в Российской Федерации это не Россия. Это все земли сплошь захваченные. Начиная с той же второй столицы, с культурной столицы Санкт-Петербурга, который стоит на землях той же Чуди, да, и далее вот так вот по часовой стрелке пошли на все 360 градусов. Что там дальше у нас? Парма, самоеды, ханты, манси, ненцы, якуты, эскимосы, чукчи, камчедалы, буряты, башкиры, Тыва, или сначала Тыва, потом башкиры, казахи, калмыки, Мокша, Эрзя, Мурома, Каракалпаки, черкесы, Крымлы, все 200 народностей Дагестана, Чечня вся, вообще весь Кавказ, кривичи, древляне, литы, латы, эсты. Да, вот мы сделали круг, 360 градусов, все земли, которые Российская Федерация примерно считает своей, да, своими. Это так, это я вот только что сейчас сходу просто перечислил. Да? Если заниматься этим вопросом, то я думаю, еще сотни, 2, 3, 5, я не знаю, национальностей, народностей, этносов, земель, порабощенных, захваченных, выжженных, уничтоженных, вот растоптанных вплоть до культур, вплоть до названий этих этносов, которых уже больше не существует, и до языков, которых мы уже не знаем. Да? Вот все это они называют российской. Вот и ничего не российское, это захваченные вами земли, друзья мои. И все это они еще называют при этом федерацией. Федерация – это геополитическое, административно-политическое образование, в котором субъекты федерации, в нашем случае регионы, пользуются правами, у которых несколько центров управления, да, и они имеют право вплоть до самоопределения. Федерация – это США, Соединенные Штаты Америки. Это вот добровольное соединение штатов, о которых мы еще поговорим, которые там, если в Техас или любой другой штат по Конституции США, если в каком-то штате набирают по 100 тысяч голосов, чтобы провести там референдум по независимости по отделению, то этот референдум обязан быть рассмотрен. Я не знаю, не помню, проведен или нет, но, по крайней мере, он обязан быть рассмотрен федеральным правительством. А когда на твою землю приходят вооруженные пищалями казаки, и возводят там остроги посреди Сибири, которая на самом-то деле никем не открытая Сибирь, а вполне себе сибирское ханство. Там свой, конечно, кирдык был абсолютный, но тем не менее. И вот когда туда приходят эти казаки и убивают хана, потом убивают всех жителей вокруг, отбирают у них пушнину, отбирают у них леса, заливают все это нефтью, начинают просто варварски обращаться к этой земле и относиться к ней. Это не федерация, друзья мои. Это все ровно та же самая оккупация. Как и всегда, везде было у этой Московии. Да? Это унитарное государство, как бы оно там ни называлось. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Это всегда было унитарным государством, которое управляется одним человеком, волей одного человека из одного центра. Все, точка. Таким образом, вот на самом деле формулировка выбора президента Российской Федерации, если ее переводить на действительно реальный русский язык, должна звучать так. Спецоперация по силовому захвату и удержанию власти узурпатором оккупированных Московией земель. Согласитесь?